меня вот в музыкальную культуру Ижевска не брали никогда. Были какие-то такие специалисты в музыке, да, которые говорили, что вот у нас музыка есть такая, вот такая, а меня не брали. И Троянского тоже не брали, потому что мы вместе были. Вот. Меня не взяли в ижевскую музыку. Ох, найду щепочки сейчас. Угля тоже нету, кстати. Вот если бы у нас был уголь, мы бы намного быстрее, конечно, все это сделали. Но главное в нашем деле это не результат, а процесс. На улице играю. Для меня это обычное дело. То есть в какой-то момент я понял, что мне хочется общения с людьми, вот такого музыкального, и играть на каком-то музыкальном инструменте на улице — это такой особый кайф. То есть это ни с чем не сравнимое ощущение, когда у тебя совершенно случайный зритель, слушатель. На роднике в Козьем парке выступает Максим Веревкин и его оркестр! Я что-то к прилизанному звучанию меня не берет оно. Но его и так много. То есть включаешь радио, и там везде прилизанное звучание. Зачем еще-то производить это прилизанное звучание? Вот. Площадками, которыми я руковожу, и там, где мое слово имеет значение, там можно встретить звучание совсем выходящее из ряда вон. Думаю, что в мировом опыте музыкальном это ничего такого. Мы ничего, конечно, нового не делаем и не претендуем, но мы просто создаем волну, которая тех, кто открыт к этому, кто сразу не уйдет, да, опасаясь там за барабанные перепонки, она на этого человека точно должна подействовать. Кто-то спрыгает с самолета для того, чтобы, из депрессии выйти, да, с парашютом. Вот. Есть такой способ, да, и там или сноуборд, или вот любой экстрим. У меня тоже такой же экстрим, только вот в гитарной музыке. Я делаю, но гитарная музыка — это не единственное, чем я занимаюсь. То есть у меня всякое. И узнал, что есть такой художник, который в качестве художественного проекта, он готовит еду, его приглашают, он так это хорошо делает, что его приглашают на выставки в арт-галерее, его нанимают как художника, но вот такого художника-повара. И он делает фуршеты и всех кормит. Вот. И мне так стала близка вдруг эта идея, детство я провел с бабушкой на кухне, и мне хотелось, всегда нравилось, как у нее ее морщинистые руки изготовляют разные котлетки и всякие пельмешки стряпают. То есть я это всегда с удовольствием так наблюдал. Вот. И мне я понял, что это мое. И очень много раз в своей жизни я занимался тем, что готовил еду публично. То есть какой-то рейв там или выставка открывается. Но в какой-то момент начались какие-то усложнения из-за того, что там электроплитку, например, в закрытом помещении стало нельзя там по пожарной безопасности. Вообще я как человек, житель этой улицы Кирова, то есть многое для меня, она средняя называется на староижевском языке, житель средний. Вот. И для меня это место близкое и родное. И мне хотелось бы сыграть здесь. Я уже играл
То есть я уже играл, мы с ребятами писали. Вот. Так, чтобы здесь хоть сюда ходить на заработки, это вряд ли. То есть лучше для души так немного, потому что тут особо не заработать маленький трафик людей. Переход не очень популярный, хотя казалось бы, да. Вот, пройдемте. У художника всегда его жизнь трансформируется вот в эту работу. То есть если художнику нравится голая женщина, он голых вот женщин изображает на холстах. Мне вот бомжи нравятся. И смерть. Я вот это тоже пытаюсь как-то в своем творчестве передать. Чем бы ты ни занимался, один найдется из толпы, который будет резко против, резко сильно на негативе. Вот. А в основном, это со временем и с опытом пришло, то есть эти вещи продумывать. То есть человеческая эмоция — это тоже такой управляемый предмет. То есть можно это продумать интеллектуально. И в основном негатив, если у художники сталкиваются с негативом, и они говорят, вот нас закидали ссаными тряпками, а скорее всего они лукавят, потому что они сами спровоцировали вот это, то есть они знали это. То есть не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понимать, когда ты оскорбишь, кого-то, то есть оскорбление чувств верующих и так далее, оно, не случайно, это спровоцированные вещи. Я их понимаю, я сам провокатор. То есть я тоже провоцирую, только немножко более такими тонкими такими штуками, что ли, мне хочется провоцировать. Не поверхностное такое, член показал, и вот тебе искусство, да, потому что никто не показывает, а ты такой смелый показал. А тут ты попробуй на тонком уровне, да, что-то сделай. Наверное, надо сказать, где мы находимся, уважаемой публике. Это дом моего друга Анфима Ханыкова, автора и руководителя самого проекта арт-группы «Творческая дача», в которой я принимаю участие уже много лет, в художественных работах, которые делает арт-группа «Творческая дача». В общем, «Творческая дача» — это и арт-группа. Ее ижевцы знают по фестивалям «Ледовые ангелы-архангелы», по фестивалю «Удмуртский лед» и каким-то еще тусовкам таким хорошим, каким-то добрым таким работам. Но это еще и место на земле. И место на земле — это вот здесь. Вот все, что нас окружает, это творческая дача. Может быть, наоборот, когда гайки закручиваются властью и так далее, и обществом, художнику более есть о чем сказать. То есть искусство, можно я поумничаю немного, искусство — это поиск границ. И ты когда осознаешь рамки, в которых ты находишься, и немножко их раздвигаешь. То есть каждый раз ты немножко раздвигаешь рамки, и за счет этого твоя работа, она остро воспринимается. То есть когда ты делаешь, грубо говоря, что-то свеженькое такое. Свеженькое, то, что забирает. Так, значит, рецепт лепешек от меня. Вот ключ к тому, чтобы лепешки были вкусные, он лежит в опаре. Опара — это закваска, которую я делаю заранее, и она у меня, в принципе, живет в холодильнике на верхней полке, там, где холоднее всего. То есть опар, ее, по технологии ее надо подкармливать даже. То есть если долго не пользовались, или просто обновлять, немножко оставлять и добавлять новых продуктов. То есть опара питается мукой, водой. Можно немножко сахара или меда давать ей, чтобы ей было веселее. То есть это бактерии. То есть по существу это бактериальная такая форма жизни.
Вот. Она такого цвета, потому что я еще положил туда солод. Я вот муку использую в этот раз ржаную. Можно, ну, любую муку из любой муки делать. Хотите даже из рисовой. То есть меня всегда рвет мозг от того, что эти вот художнику есть что сказать, да, он приходит в галерею и говорит, мне бы хотелось вот, ну, выставку сделать, мне есть что сказать, а ему в ответ говорят коммерческую стоимость аренды зала, как будто он, ну, делает бижутерию или сапоги шьет, или шубы, ну, как будто он продажей занимается чего-то. Вот. И вот как-то бы это изменить, победить, в общем, мне бы хотелось в творческом Ижевске победить капитализм. Чтобы вот капитализм, он не, ну, в плохом смысле капитализм, да, чтобы он не, как бы, не убивал художников, что ли. Там в городах, где есть Государственный центр современного искусства, ГЦСИ, он обрастает этими специальными художниками, которые специально делают проекты для того, чтобы забирать гранты, и остальным художникам ничего не остается. Вот, то есть это работает так. Это тоже, ну, результат вот поганого капитализма, просто с другой стороны. Идем на родник за водой. Длительное время родники Лепригово — это было просто название, ну, просто надпись на самом роднике. Местные жители такие считают родник имени Пирогова. Кто такой Пирогов? Такие. Это Дмитрий Александрович Пригов, художник и поэт известный. Он умер, и мы ему, этому роднику, дали название. Ну, не знаю, насколько, ну, это название популярно, да, но традиция давать родникам имена, она народная, то есть она не требует особо никакого официоза, да, то есть просто прилипает, ну, название к месту, вот. И сейчас, 2 года назад, на фестивале стрит-арта мы с ребятами, с молодежью сделали роспись на этом роднике. Это рисунок Пригова. Нам показалось, ну, мы перешерстили рисунки Пригова, их на самом деле не так уж и много, но они классические, такие узнаваемые. Вот. Это понятно, что изображен динозавр, который выходит из одних дверей, входит в другие двери и спиной в дверь в окне, в потолке, как бы, ну, то есть, может быть, символизирует какую-то вечность там, невместимость какую-то, невозможность как бы полностью поместиться, или нахождение одновременно на небе, в прошлом и в будущем. Ну вот, может, какие-то такие образы это навевает, этот рисунок. Но уже, конечно же, появился чатик. Я тут нассал 12, 10, 20, 20. Не это ли ответ концептуалисту концептуализмом? То есть, мне кажется, очень концептуальный чат получился. Музыкой это условно называется, то есть это все-таки звуковой перформанс. В общем, это околомузыкальное такое творчество. И вот нойз, это называется нойз, если вот шум, гам, то есть ничего не понятно, как бы, это называется нойз. И нойз, он... Есть такой японский фильм про то, как была какая-то эпидемия, и парень идет, ну, фильм «Эпидемия», где все умирают от неизвестного какого-то вируса. Вот, и парень идет по пляжу, подбирает гофрошланг и начинает им крутить, и он свистит вот так вот. Потом он приходит в студию к себе, он музыкант. И он моторчик такой вертикальный делает, приделывает несколько гофрошлангов, и они
так крутятся, значит, и люди, которые начинают, там, добавляют туда гитарки, и люди, которые слушают эту музыку, они исцеляются от... выживают, короче. Вот это идеальное место, я считаю. Оно как будто специально сделано для уличных музыкантов. Вот. И я как бывалый уже уличный музыкант сначала поставлю вазу для пожертвований. И такой прием я вас научу. То есть туда кладется сразу сотка. Это делается для того, чтобы люди понимали, что человек работает, что он на заработках, и что тут дело что, ну, как бы мелочь, но 5 копеек не очень красиво давать уличным музыкантам. Конечно, это тоже от души. Если у тебя последние 5 копеек, конечно, это будет очень благородно отдать уличному музыканту 5 копеек. Но вот сотка, ну, в каком-нибудь городе побогаче можно даже 500 рублей положить. Ну, вот так вот. Чтобы... Ну, конечно, можно перестараться. Если положить слишком много, то будет ощущение, что человек уже заработал, ему уже хватит и уже не дадут. В изготовлении хлеба важно все. И вот, например, важно, чтобы и посуда, и лопатка не были металлическими. Ну, галимое железо, чтобы не было. Потому что вот эти вот кислые процессы, которые проходят в хлебе, они железо открытое не любят. То есть, ну, всякие даже алюминий не любят. Такой навык делать хлеб, он полезный для жизни вообще и для вот общего эмоционального состояния. То есть быть человеком как бы, ну, таким самостоятельным и уметь хлеб испечь, ну, мне кажется, это важно и мужчинам, и женщинам. Как бы, ну, понимать, как это делается. Когда я совсем был молодой, было у тебя несколько кассет там, да, ну, десяток кассет или 2 десятка аудиокассет. Ты вот это все слушал, и вот это вот все знал там и название, и автора. А сейчас огромное количество. Сейчас. Вот только что на интервью я говорил ребятам про то, что было раньше 10 кассет, и ты их слушал, переворачивал, то есть так внимательно ты все нюансы знал, звуки в каждой песне, то есть все было важно, да? И наступило время, когда у тебя ты одну песню слушаешь один раз, и то, если до конца, то ей по этой песне. И все в жизни, и все, больше никогда к этому не возвращаешься. Я вот свой день рождения называю День пельменя, и мы... Ну, где «меня» пишется немножко отдельно или другим шрифтом. «Меня». «Меня». И мы стряпаем с ребятами пельнянь, удмуртское блюдо. Пельнянь, в отличие от русского пельменя, он не сворачивается в такую штуку, а он как маленький чебурек. Ну и каждый может поучаствовать в этом перформансе тоже, слепить пельнянь. И в большом зале будет концерт в стиле «Свободный микрофон», где артисты придут и меня музыкально поздравят и поделятся с ребятами, с другими друзьями нашими общими вот своим музыкальным творчеством. Значит, колоночка на блютузе. И сейчас я вам продемонстрирую чудо техники. iPhone. Тоже дай бог, чтобы он не... Ну, вот, то есть iPhone создает дилей. Так, и сейчас я включу подкладочку «Звуки космоса». Звуки космоса, они помогают музыканту, в данном случае мне, как будто немножко путешествовать внутри какого-то звука. Сейчас кажется, что это как бы, но незначительно, но на самом деле это я вот как бы, когда играю, я краем уха слушаю вот эти звуки, которые, и они больше для меня, чем для слушателя, и мне легко импровизировать внутри этой музыки. Значит, берем решетку. Решетка у нас уже, ну, как бы над огнем она дезинфицирована. Берем решетку и кладем на нее. Ну, что я рассказываю? Все абсолютно люди умеют жарить
рыбу на огне, на решетке, да. Жареная селедка, она прекрасно подходит как такой бюджетный вариант, как это называется, барбекю, да, в целом-то вот это блюдо. Через Metal Zone попробуем? Самое то. Адский метал. А ты на этой, на смычком ты пробовал? Вот, нет еще, я не смычок не могу. Хочу похвастаться своей, ну, такой более-менее успешной деятельностью в роли специалиста по работе с молодежью в молодежной арт-резиденции города Ижевска. Мы сейчас здесь находимся. И скажу, что это место, которое, ну, сколько оно существует уже, около 6 лет, оно притягивает сюда молодых людей творческих, и они видят какую-то творческую жизнь. Это очень важно, то есть это уже не в квартирах происходит, да, а происходит здесь, в каком-то более-менее официальном таком месте. Интерес вот молодых ребят, которые как-то реагируют на то, что здесь происходит, это супер классно вообще, то есть это не дает мне состариться, грубо говоря. То есть я очень себя чувствую здесь бодро, мне очень тут хорошо. Вот. Иногда прихожу на тусу, и я частенько встречаю парня или девушку, которые говорят: «Веревкин, ты сделал мою молодость». Как бы. И говорят что-то вот типа этого, в таком ключе. И они, вот эти ребята, они реально, они ходили... Они, может быть, тогда это не осознавали, когда были молодые. Они ходили на рейвы, там, в которых я участвовал, и как организатор, и как художник, и как артист. И им это, видимо, наглухо снесло бак и изменило так, что они уже назад не вернулись. Как бы. То есть они уже чуть-чуть стали другими. Вот. И вот когда я вижу проверенную такую годами, ну, как любовь, да, то есть они меня реально любят, и это реально через десятилетия они пронесли вот это чувство. Вот. И я тогда, у меня тогда такая какая-то важность, такая, думаю, о, классно как, я важный для кого-то. Всякое искусство, творчество, вот всякие картины, это же вот не хлеб насущный, да, то есть это, без этого можно жить, без музыки можно жить, особенно без нойза можно жить вообще вполне, вот. Но, как говорится, не хлебом единым, да, и вот это такое, то, чем я занимаюсь, это такое, дополнение, что ли, вот к основному, то есть, и, может быть, есть... Такое мнение, что без культуры люди бы съели бы друг друга. Просто бы обратно вернулись в животное состояние, как бы и зло бы победил, и просто было бы все, и друг друга бы ели, и все, выжил бы самый сильный. Музыкальный инструмент называется било. Било — это такая разновидность колоколов. Может быть, это праколокол, в котором нет язычка, но есть палки, и можно этими палками стучать по колокольчикам. Это такой у нас перформанс-инструмент. Мы его, бывает, вывозим на какие-то фестивали, где люди... имеют возможность, как зрители, поучаствовать тоже и там постучать. Молодежь за уши не тащишь от этой билы.
всем, и взрослым, и детям, всем очень нравится вот этот звук и вот это вот волшебство, которое создается